К другим темам. Сегодня в столичном дворце детства прошли традиционные авдеевские чтения. Также состоялось открытие экспозиции, посвященной основоположнице чтения и бессменному директору дворца детства Фаине Авдеевой. Подробности далее. Основоположник детского движения города и республики, бессменный директор Дворца пионеров, а позже, после переименования, Дворца детства. Человек, знакомый каждому второму горожанину, родившемуся и выросшему в Якутске. Все это о ней, о Фаине Иннокентьевне Авдеевой. Без нее не было бы ни самого Дворца детства, ни такого качественного уровня дополнительного образования в республике. Фаина Иннокентьевна Авдеева внесла большой вклад в развитие не только детского движения в городе, в республике, но и как в становлении дополнительного образования. Много было сделано за годы работы Фаины Иннокентьевны. Начала она свою трудовую деятельность во дворце в 1953 году. И до 2009 года она была бессменным директором дворца. Сегодня заслуги Фаины Иннокентьевны в преддверии ее 90-летия были увековечены экспозицией, которая открылась в дворце, в которой она за годы работы вложила всю себя. После открытия там же во дворце начались традиционные авдеевские чтения. Авдеевские чтения для педагогических работников, скажем, для учителей, для работников системы доп. Образования – это возможность пообщаться друг с другом, найти какие-то интересные, наверное, находки, поделиться опытом друг с другом. Ну и вообще, я думаю, что сегодня дополнительное образование развивается, это очень важно. Фаина Иннокентьевна вышла на пенсию, однако плод ее трудов, будь то сам Дворец детства или авдеевские чтения, будут являться залогом качественного дополнительного образования в республике. Марина Захарова, Павел Танин, Василий Слепцов. Новости столицы.